Сердечно приветствую всех вас. Мы находимся в стенах Европейского парламента. Мы собрались здесь с целью вручения премии «Дивак» литературного конкурса людям, не привитым от COVID-19. Меня зовут Андреа Менегель. Справа от меня Эммануэль Франц, философ, писатель и создатель литературной премии «Дивак». Слева от меня депутат Европейского парламента Серджио Берлатте, группа европейских консерваторов и реформистов, который любезно пригласил нас сюда. Мы благодарим господина Берлатте. Это знак того, что инициатива по столь деликатной теме не остается незамеченной, а главное, что вопрос, к которому мы хотим привлечь ваше внимание, еще не забыт. В этом году премия «Дивак» выходит в третий раз и принимает международные заявки на участие в этом конкурсе, на которые работы принимаются по темам литературной, нехудожественных форм. Заявки на участие в конкурсе на свободную тему еще открыты. В этом году у премии появилось еще больше участников, так что мы надеемся на ее успешное продолжение. Премия также получила поддержку важных политиков и деятелей итальянской культуры, среди которых философ Джорджо Агамбер, философ Диего Фузаро, достопочтенный депутат Викторио Сгарби и многие другие. В жюри наряду с кандидатом на Нобелевскую премию Франческо Биноццо также будет присутствовать лауреат политической премии Монтале профессор Анджело Тонелли. Кроме того, в этом году в качестве приза будет вручена мозаика художника Джулио Миноси, и как премия будет сделана публикация книги победителя этого конкурса в издательстве Audax. Я представляю слово Эммануэлю Франц, который сможет более подробно рассказать об идее, лежащей в основе проекта, и о том, почему так важно сохранять память о дискриминации людей в период пандемии. Спасибо Андреа Менегелю, и особенно благодарю господина Серджио Берлатте, который оценил и подчеркнул важность подобных инициатив и особенно важность того, чтобы не забыть о маргинализации, которой подверглись люди, отказавшиеся воспользоваться так называемым зеленым пропуском во время чрезвычайной ситуации, связанной с пандемией. Люди, обычные граждане, которые в результате своего радикального личного выбора не проходить медицинское лечение и вакцинацию, в перевернутой запятой вакцин, не воспользоваться вакциной, потому что для других это сыворотка. Я говорил, эти люди отказались использовать зеленый пропуск, подтверждающий вакцинацию против COVID-19, горько расплачиваясь за это такими последствиями, как потеря работы, потеря социальной жизни, невозможность участвовать в конференциях, ходить в библиотеки, музеи, то есть потеряли фундаментальные, элементарные основы того, что антропологически мы можем считать человеческим существованием. Если вспомнить, что даже в археологических раскопках неандертальцев были найдены элементы, связанные с культом мертвых, и учесть, что во время чрезвычайной ситуации пандемии в области здравоохранения культ мертвых был строго ограничен, если не сказать подавлен, мы обнаружим, так сказать, контраст с тем, что делает нас всех людьми. Мы находимся, не стоит забывать, в европейском сообществе. Слово «сообщество» само собой, разумеется, возможно, даже злоупотребляемо. Но мы забываем, что сообщество – это свойство, возникающее из отношений между человеческими существами, которые основаны на встречах, обмене мнениями, диалогах, а также на улыбках, невербальном языке общения, таких как рукопожатие, и на всех тех элементах, которые были упразднены во время управления чрезвычайной ситуацией в пандемии. Поэтому я как издатель, как писатель, философ, человек интеллекта не мог согласиться с тем, чтобы человеку мешали жить в обществе, мешали
стали создавать красоту, составлять элементы интеллектуального и художественного порядка. Вот почему я решил наградить тех, кто решил не делать прививку от COVID-19. Наградить их конкурсом, посвященным исключительно тем, кто не делал прививку от ковида. Наивный человек может сказать: «О, но вы же хотите кого-то маргинализировать». Нет, это не приз для маргиналов. В самом деле, это премия, которая хочет включить исключительных и вновь принять сообщество мысли тех, кто был делегитимизирован. Подумайте о выражениях, используемых для некоторых интеллектуальных, научных и социальных экспонентов, которые не заслуживают комментариев. На самом деле были даже серьезные заявления в этой области. Что думает достопочтенный Серджио Берлатте о сложившейся ситуации? Как, по его мнению, мы должны действовать как институты, как сообщество? Серджио Берлатте, прежде всего мы здесь, в Европейском парламенте, приветствуем вашу инициативу, потому что это один из инструментов, которые мы должны использовать, чтобы не дать людям забыть о том, что произошло в период пандемии, и особенно о том, что кто был ответственен за реализацию инициатив и мер по резкому ограничению индивидуальных свобод человека. Я хотел бы напомнить вам, что людям не давали возможности встречаться друг с другом, общаться, но им также не давали права ходить на работу. И это то, что часто делалось с безразличием или попустительством даже теми, кто, как профсоюзы, например, должен был бы защищать права работников, а вместо всего этого не делалось. Преобладало мнение, что любой, кто осмеливался задавать вопросы о том, правильно ли лишать граждан их личных свобод таким позорным образом, кто осмеливался задавать вопросы, подвергался насмешкам, попадал в гетто, подвергался издевательствам и очень часто становился маргиналом. Мы хотим запомнить эти моменты, потому что не ставим перед собой цель отомстить за случившееся. Мы не хотим мести, мы просто хотим правды и справедливости. Ничего больше и ничего меньше. Мы хотим, чтобы та правда, которая была скрыта от нас в тот страшный период нашего существования, стала известна. Нам должны рассказать об истинном происхождении этого вируса COVID-19, который некоторые приписывают тему видового скачка. Вы, наверное, помните ту несчастную летучую мышь на рынке в Ухане, которая, как утверждалось, была ответственна за этот скачок вида вируса. На самом деле мы уже несколько лет прекрасно знаем, и это документально подтвержденная информация, что в течение довольно долгого времени с вирусами проводились эксперименты в военных целях, чтобы затем использовать это оружие для очевидных действий против определенных стран. Итак, прежде всего необходимо рассказать правду о происхождении вируса, так как это не что иное, как лабораторная манипуляция с этим вирусами в военных целях. Затем нам говорят, что да, это правда, он избежал лабораторного контроля. Затем кто-то скажет нам, вырвался ли этот вирус спонтанно или нет. Нам также скажут, что, несомненно, помимо происхождения самого вируса, так как это то, что затем различные правительства сами проводили спонтанные инициативы и сильно ущемляли индивидуальные свободы своих граждан, даже отказываясь от них под предлогом, что мы должны сделать это для вашего же блага. И проецируя катастрофическую ситуацию из серии «либо вы делаете прививку, либо вы должны умереть». Все это мы помним. Una situazione catastrofica della serie o vi vaccinate o altrimenti
dovete morire. Ricorderemo quanto detto dall'allora Presidente del Consiglio che reti unificate. Помним еще слова первого премьер-министра, который в единых сетях государственного уровня имел наглость заявить: те, кто не делают прививку, умирают. Те, кто не делает прививки, заставляют его или ее умирать. Окружение вакцинированных людей абсолютно безопасно. Никогда еще эти заявления не противоречили реальным фактам. Ведь люди, которые думали, что верят мнимой науке, на самом деле не наука выступала в средствах массовой дезинформации, а промышленность, используя ученых или подкупленных врачей, которые приходили, чтобы сказать нам, что вакцина – это единственный способ избежать верной смерти. Вместо этого мы видели, что после 4 или 5 доз этой якобы вакцины люди продолжали болеть и умирать, к сожалению. На самом деле мы получили еще худшие результаты в отношении побочных реакций, вызванных этими экспериментальными генными веществами. Потому что это не вакцины, это не были вакцины. Главная цель вакцины – предотвратить заболевания людей и распространение инфекции среди населения. А мы видели, что, как показал опыт, люди после прививки этими экспериментальными генно-модифицированными веществами продолжали болеть и умирать, и заражать других людей. Хуже того, предполагается, что именно эти генно-модифицированные вещества являются причиной повышенной смертности. Эти внезапные смерти здоровых, молодых, спортивных людей, которые после прививки данными веществами внезапно умирали или получали необратимый своему здоровью ущерб. Даже когда наука доказывает нам, что молодые люди не подвергаются риску заражения данным вирусом, поскольку обладают очень высокой иммунной защитой, мы находим в себе мужество тайно заставлять молодых людей прививать себя этими веществами, зачастую серьезно подрывая их здоровье на долгие годы вперед. Об этом мы не можем забывать о том, что если бы этим типом вируса боролись и больных людей лечили должным образом, оказывая им своевременную помощь на дому с помощью широко используемых лекарств, то вполне возможно, многих из этих погибших мы могли бы спасти. Мы не можем забывать также и о том, что уже не вернуть к жизни всех тех людей, ставших жертвами чудовищного управления чрезвычайной ситуации в период пандемии. Мы хотим, чтобы то, что произошло, не повторилось, поэтому мы, ищущие и требующие правды и справедливости, хотим, чтобы за этой чрезвычайной ситуацией в области пандемии и здравоохранения, которая была использована для умаления нас в наших личных правах и свободах, не последовала какая-нибудь чрезвычайная и социальная, экономическая или экологическая ситуация, чтобы оправдать новые лишения наших личных свобод или экологического характера, в том числе, чтобы оправдать новые лишения наших индивидуальных свобод. Спасибо, уважаемый господин депутат. И я вспоминаю весомые слова тогдашнего премьер-министра, которые, несомненно, легли на совесть людей, лишенных зарплаты на несколько месяцев. В то время говорилось, что это было основано на научных изысканиях. Но, насколько мне известно, это научное обоснование не было подтверждено последующими исследованиями или больше не является научно обоснованным и может
можно было бы ожидать компенсации в той или иной форме, или, по крайней мере, публичных извинений со стороны властей по отношению ко всем людям. Кроме того, дебаты были запрещены, что является еще одним весьма прискорбным фактором. Политика пришла к конституционально-законодательным последствиям еще до завершения научно-правовых дебатов по этой теме. Так что круговая порука между политикой и наукой на деле оказалась формой ограничения, которая затем не оправдалась теми самыми предпосылками, которые, в принципе, придавали силу принятым мерам. Но прежде всего, даже если бы с научной точки зрения все было оправдано, мы спрашиваем себя, а правомерно ли с философской, человеческой, гуманной точки зрения лишать людей таким образом их неотъемлемых личных прав и свобод? Повторяю, даже если бы это было оправдано, законно ли вообще биологическое вторжение в тело с помощью медицинских приборов и препаратов для решения таких экстренных проблем? Представим себе ситуацию, когда горит здание, коридор полон людей, на выходе неуклюжий человек перекрывает единственный путь к спасению. Будет ли законным в таком случае напасть на него, чтобы заставить его двигаться быстрее и спасти остальных? С юридической точки зрения агрессия никогда не является законной, равно как и лишение свободы человеку. Однако все то, по нашему мнению, привело к внутренней трещине в Европейском Союзе, которая в данный момент ведет к ослаблению, к слабости, которые мы, как сообщество, также должны лечить с помощью подобных инициатив, как мы сегодня реализовываем. Эммануэль, что может сказать нам философия о последствиях этих мер для здоровья и общества, и о том, как это все исправить? Каковы же конструктивные шаги для того, чтобы подтвердить доверие к институтам и общественным коммуникативным каналам? Спасибо Андреа Менигелли за такую речь, а также господину Берлатто, который точно расставил все акценты и все точки над «и» в фундаментальной теме разрыва, то есть противоречия между европейским сообществом, которое говорит о равенстве, и инклюзии, когда на самом деле в последние годы оно исключает граждан, заставляя их терять работу. Мне вспоминаются слова регионального депутата по вопросам здравоохранения автономной области Фриули-Венеция Джулия Рикардо Рикарди, который в 2021 году заявил, что невозможно предоставить, чтобы возможности тех, кто прошел вакцинацию, были такими же, как у тех, кто решил не делать эту прививку. То есть он говорил о разных возможностях между гражданами первого и второго сорта. Возможно ли такое противоречие в европейском сообществе? И здесь инициативы, подобные премии Дивок. Но давайте оставим это определение словам господина Витторио Сгарби, который это определил так. В свободной стране премия Дивок не должна существовать. Тот, кому хватило интуиции придумать эту премию, Эммануэль Франц, сделал нечто на первый раз странное, но решительно осуждающее недопустимую дискриминацию. Подобная премия призвана восстановить достоинство тех людей, кто по собственной воле решил отказаться от вакцинации, и реабилитировать участников конкурса на эту премию. Свободных людей, которые подверглись унижению за то, что так с ними поступили. Невозможно подобрать более эффективные слова, чтобы описать смысл конкурса. Прежде всего, я хочу сказать спасибо от имени всех участников, членов, бывших членов и будущих членов, всех людей, которые страдали и дорого заплатили за свой выбор оставаться верными себе. У кого больше, у кого меньше, у кого-то отняли право голоса. Мы собрались здесь, чтобы ответить на этот призыв. Хотим дать голос людям, у которых его когда-то отняли.
далее. Люди, отдавшие свои голоса в предыдущих выпусках, и то, что они создали, конкурс проводится уже в 3-й раз. И мы хотели бы узнать, как прошли предыдущие выпуски с точки зрения реакции аудитории и особенно содержания, что они выразили и создали эти дискриминированные люди. Среди сотен и сотен работ жюри пришлось сделать нелегкий выбор. Ведь то, что рождается в страданиях, несомненно, имеет более яркую вершину, чем то, что рождается в легкости. И эти люди творчески это демонстрируют. Упомянем лишь 2 победителей предыдущих выпусков. Фабрицио Карлончелли с его работой «Адам», которая посвящена непростым отношениям между современным трансгуманизмом, новыми границами технологии и риском утраты чувства человечности. Вместо этого у нас есть Рита Римагнино, которая победила во 2-м издании конкурса со своей работой «Nomen Omen. Самоубийство Европы», пока мы находимся здесь. Я уверен, что в будущих изданиях появится еще больше ценных работ, потому что новизна этого 3-го издания, скажем так, может быть, мы этого не сказали, но скажем, она заключается в том, что оно открыто для всех языков мира и всех стран мира, поэтому мы ожидаем участников из любого уголка нашей планеты. Единственное требование — предоставить справку о том, что вы не проходили вакцинацию против COVID-19. Андреа, если у нас есть еще несколько минут, я бы хотела рассказать о том, как мне пришла в голову идея этой премии. Я уже говорил, я издатель, у меня есть мое издательство, я печатаю книги. И, как и все остальные, я чувствовал беспокойство из-за всех этих правил, указов, которые вводятся. Сегодня ты должен пить кофе стоя, завтра ты не можешь зайти в бар. Случилось так, что в начале января 2022 года я услышал в новостях, что 10 января вступил в силу еще один указ, по которому гражданин Италии больше не может ездить на общественном транспорте, а также не может заходить в места общественного скопления людей. Но эта невозможность ездить на автобусе и поезде создала ситуацию, которая моя личная история, возможно, также является примером для многих. Я живу в 20 километров от большого города, где есть аптеки, супермаркеты. Пользуюсь только общественным транспортом, у меня нет автомобиля. Как и многие другие жители маленьких городков, которые живут, скажем так, на окраине провинции, я даже не требовал вакцинации, но вокруг меня создалась целая ситуация, которая вынуждала меня либо жить непристойно и недостойно, либо делать прививки. Обычное короткое замыкание, о котором мы говорили. Что я сделал? Я пошел к карабинерам в учреждение и спросил, как мне пойти за покупками утром 10 января. Я проснулся и не могу пойти в прачечную, не могу пойти в аптеку, не могу пойти в супермаркет, потому что нахожусь на расстоянии 20 километров от моего дома. При этом я никого не убил, никому не причинил вреда. Конечно, речь идет о вакцинации, которая, помимо прочего, должна была проводиться после письменного согласия самого пациента. Фактически, даже если вы могли бы решить этот вопрос, делать или не делать прививку, никто не приходил к вам пистолетом у виска и не требовал этого. Однако экономические и социальные условия не позволяли вам свободно жить свою жизнь как гражданину. Вы были изгоем. Да, теперь я скажу, что я сделал. Я решил сесть на автобус и поехать в первую попавшуюся страну на Востоке, где нет этих ограничений. И был уверен, что пробуду там всего 2 недели. Я поехал в Сербию.
решил остановиться на несколько недель, пока указ не отменят. Я вернулся через 6 месяцев. Великая Сербия приняла меня как сына, и там я задумал свою премию Дивок. Именно для того, чтобы наградить тех, кто страдал. И справедливо будет сказать, что именно в этой стране, которую на Западе называют опасной для демократии, я учредил премию Дивок. Я хотел сделать еще одно уточнение, потому что оно уникально, в какой-то мере описывает превратность и мучения многих граждан. Я помню, что у вас тоже был свой путь к православию. По долгу службы я хотел бы напомнить вам о технических деталях конкурса. Объявление о конкурсе можно найти на сайте издательства Audax Edizioni. Участвовать в конкурсе можно как с литературными, так и с нехудожественными работами. Я представляю свое слово достопочтенному депутату Серджио Берлатте, если он хочет сказать несколько слов о будущем этого вопроса в европейском формате. Как вам хорошо известно, мы не прекратим борьбу, пока не добьемся правды и справедливости. И, к сожалению, навязывание определенных решений и лишение индивидуальных свобод происходило с использованием зачастую коварных методов и шантажа. Шантаж. Либо вы прививаете себя этими экспериментальными генно-модифицированными веществами, либо вы исключаетесь из общества, и мы лишаем вас основных свобод. Шантаж. Но шантаж, к которому прибегли, не имея мужества сделать свой выбор, потому что если бы они действительно были убеждены в том, что это предлагаемая вакцина, которая на самом деле не была вакциной, эффективно защищает здоровье граждан, им пришлось бы ввести обязательную вакцинацию и взять на себя всю ответственность. Но на самом деле, как вы помните, люди, которые шантажом и хитростью заставляли прививаться с этими экспериментальными генными веществами, также должны были подписать форму освобождения от ответственности прививальщиков перед самой вакцинацией. Таким образом, снимается ответственность как с производителей этих вакцин, так и с прививателей или якобы таковых. Так что человек, вынужденный прививать себя этими веществами, этой подписью освободил от всякой ответственности как тех, кто производил это вещество, так и тех, кто вводил их или заставлял их вводить. Это поистине позорная ситуация, которая не может быть предана забвению. Многие из тех, кто спровоцировал эту ситуацию, сейчас хотели бы заставить вас забыть о случившемся. Кто дал, тот дал, кто имел, тот имел. На самом деле мы не хотим забывать о том, что произошло, потому что мы хотим убедиться в том, что у нас есть правда. Первое, что мы просим и требуем, это правда. И после этого, если ответственность будет установлена, и мы будем убеждены, что она будет установлена, мы хотим, чтобы те, кто несет ответственность за этот обман, за этот шантаж, за это неприемлемое лишение личных свобод людей, были бы преданы правосудию. Вот чего мы добиваемся. На протяжении всего периода чрезвычайной ситуации в здравоохранении мы наблюдали, казалось бы, необъяснимые ситуации. Врачи, которые, несмотря на клятву Гиппократа, сначала не навредить, а потом сделать все возможное для лечения своих пациентов, чтобы избежать ответственности, соглашались с навязанными министерскими протоколами, которые вместо того, чтобы лечить людей и ходить к ним, хочу напомнить, что врачи ходили к людям даже во время чумы, вместо того, чтобы дать возможность врачам посещать больных, чтобы понимать общее состояние их здоровья, а затем лечить их общепринятыми методами, они прописали бдительное ожидание, частое общение по телефону или тахиперин, парацетамол. Когда мы прекрасно знаем, что это не только не защищало и не лечило людей, но очень часто усугубляло их общее состояние здоровья. Здесь мы имеем опыт многих врачей, которые вместо того, чтобы следовать этим преступным протоколам,
к сожалению, приводившим часто к смерти многих людей, которых можно было бы спасти и вылечить, решили поступить по совести, навещали пациентов, проводили лечение на дому, что привело к сокращению более чем на 80% случаев госпитализации и почти на 100% случаев смерти таких больных. Достаточно было взять в качестве примера опыт многих врачей-героев, которые следовали своей совести и по зову долга, а не по министерским протоколам и указаниям, осуществляли инициативу по лечению больных и спасению их жизни. Это можно было бы сделать, но не было сделано. Те, кто помешал этому, я хочу вспомнить о столь оплакиваемом докторе Де Донно, которому даже удалось разработать лекарство в терминальной, а не начальной стадии болезни с помощью гипериммунной плазмы, над которым смеялись, которого поместили в гетто и заставили быть изгоем, и он покончил с собой. Это то, что, по нашему мнению, нельзя забывать и прощать. Также в память о нем, во имя него, мы должны продолжать требовать правды, справедливости. И это ваша инициатива, один из полезных инструментов ради того, чтобы продолжать держать в центре внимания, фокус внимания на этом деле и убедиться, что люди не забыли, убедиться, что люди справедливо требуют правды. Мы призываем институты к ответственности и примирению. Я безгранично благодарен вам, всем тем, кто хочет принять участие в наших инициативах, присылайте ваши заявки.